Вот они называются у нас сочнями. Нет, о, смотрите, друзья, какая красота. Вот это яичнича. Доброго дня, друзья, всем. Всем привет. Сегодня у нас, знаете, делаем яичничу, кому яичничу. Да. Но так называется не яичница, а яичнича. Немножко об этом блюде. Вот. Молоко и 2 яйца Маша разбивает. У нас сегодня свет выключили. И освещение такое от окна всего только. Света нету. Сегодня в печке будем готовить. Вот смотрите. Молоко, 2 яйца, ну и соль еще. Вот. Такое очень простое блюдо, так сказать. Краткая история этого блюда такая. Короче, это блюдо называется, друзья, если по-русски, молозиво. Это обычно в деревнях делают после того, как корова отелится, и молоко получается очень жирным. Очень жирным. Пить его нельзя, потому что от него плохо становится. А чисто вот это молоко жирное, оно желтое аж прям. Наливают тоже вот в мисочку, немножко подсаливают и в печку. И получается такой, ну, на вроде омлета. Но он называется молозиво. Ну, как говорится, корова-то не каждый день рожает, да ведь, да? А эту вкусняшку охота. И как увеличить жирность? Добавляем просто яйцо. Молоко и яйцо. 2 яйца. Вот, например, вот на эту мисочку 2 яйца. И пробуете на соль. И тоже в печку. И получается очень-очень вкусная яичнича. Вот правильно вы, я не знаю, как русские будут говорить, но мы называем яичнича. Не яичница, а яичнича. У нас уже печка, как бы, весь жар ушел с печки. Ну, не жар, а основной огонь. Остался жар, вот сам жар. И все это отправляется в печку. Маша, я правильно все излагаю? За камерой, как говорится, я опять Сергей Иванович. Не ругайте нас. Очень вкусно, очень сытно. Это у нас блюдо, национальное блюдо. Делают наши бабушки, так научили нас делать. Это как бы раньше все время так и делали. Это мы сейчас жарим на плите, глазунью делаем. А наши бабушки вот все время так и делали. Когда с утра идешь в школу, у них уже готова на столе уже и яичница, и картошка в сметане в масле, пожаренная тоже в печке. Вот. И этот завтрак был очень вкусный. Да еще пюрешку еще делали. Пюрешку холмиком ставили на сковородку, клали, такую горку делали и засовывали в печку. И там потом она так разрумянится, такая корочка будет, золотистая корочка. И вот эту пюрешку потом макаешь в масло. Ну вот ты сейчас это рассказала в стороне от этого блюда. И потом, чтобы анонс не сделала, придется это блюдо как-нибудь нам повторить. Но у нас нету той русской печки. Ой, Маша, трактор подъехал, смотри. Смотрите, друзья, трактор подъехал. Сейчас быстренько наше блюдо в печку. И надо трактористу расплатиться. Он нам дорогу сейчас будет расчищать. И это. У нас не русская печка, а экономка. А это все делается в русской печке. А, наверное, экономка у нас это не получится. Давайте эту красоту, друзья, отправим в печку. Вот у нас печка родимая. Ну, Маша сказала, что нельзя экономка. Это у нас теплушка, можно сказать. И все можно сделать. И выпекать, и все выпекает. Снизу топим, огонь выходит в большую топку, как уже говорил в предыдущих видео. Так, у нас яичнича отправляется в печь. И потом уже покажем результат. Что из этого получится. Вот так. Сейчас подошел этот самый наш главный эксперт.
всех наших блюд Налышка. Малышка мальчик. Кот. Рыжий кот. Рыжее счастье, рыжее солнышко у нас. Да. Ой, Маша, трактор там работает, надо будет сходить, рассчитаться. Ну что, пока там Маша делала свои домашние дела, там дрова, собачки, все такое, у нас вот эта яичнича приготовилась. Свет включили на холодильник, поставили там фонарик. Света нету, а у нас сейчас быстро темнеет. О, смотрите, друзья, какая красота. Сейчас Маша поближе. О, сейчас еще на стол положу, да. Тут сейчас это самое, фонарик как-то не дает. О, смотрите, друзья, какая красота. Вот это яичнича. Очень красивая. Но ее даже пробовать в горячем виде никак нельзя. Потому что там потом вода образуется. Надо, чтобы вот это все такое блюдо надо остыть. Его едят в холодном виде. Угу. Вот. Вот такая красота. Это просто деревенская наша. Это, как уже Маша Вкусно сказала. это. Вкусно. Да-да-да. Красота. Вкусно. Вкусное блюдо. Чуски, да, по-моему, чуски, очень чуски. Да. Очень Вкусное вкусно. блюдо. Это уже потом на ужин у нас пойдет. Вот. Такая вкусняшка. Все очень просто. Ну, русские скажут, что это молозиво или молозиво, да. Но у нас вот оно называется яичница. Чисто молозиво это когда именно с коровы, вот это жирное после отела. А у нас называется яичнича, потому что добавляем яйцо. Если, наверное, попробовать в духовке, может тоже и получится. Да, у кого нету печки, друзья, у кого нету печки. Можно также в духовке. Вот кашу, которую мы тоже готовим в печке, в железных мысях. Чугунная, ну, сковородка такая чугунная. Сковородка, да, чугунная. Мы один раз тоже попробовали в духовке. И также хорошо, также хорошо эта каша получилась. Также разрумянилась, такая корочка тоже образовалась. Вот, так что также можно и готовить в духовке. Да, потому что у 90% наших зрителей нет же печки, да ведь? Городские, там еще что-то, газ уже у многих. И в духовке то же самое получается. Только на сильном огне нужно. Вот чтобы уже там 220 градусов было. И уже когда нагреется уже духовка, тогда уже нужно туда поставить в духовку. Чтобы сразу образовалась такая вот корочка, пеночка. Да, просто потому что вот эта пеночка, и она придает, потом она закрывает, как крышкой, это блюдо. И внутри все потом готовится. Это молоко никуда не убегает, ничего с ним не случается. Вот так. Ну вот и все. Про это блюдо закончили. А смотрите у нас, как будто там светло, но уже, друзья, сумрачно. Смотрите, дома без света. А с окна-то еще нормально смотрится. А если на окно очень темно. Ну, свет пока еще не включили и сидим пока без света. Да, но без света все, друзья, ну как без рук. Интернета нету, ничего нету. Электрической плитой тоже пользуются. Печка есть, но электрическая плита и микроволновка, и все это и нужно. А печка на печке, вот суп согрели потом. Пообедаем суп. И потом, пока остынет, уже после яичницу. Яичницу будем на ужин. Пускай остынет. У нас, друзья, вечер уже. Видите, уже свет включили. Все нормально у нас. И с Машей затеяли, вернее, я снимаю, Маша затеяла выпечку такую сделать. У нас называется по-коми картофельные сочни. Отварили картошку. И вот сейчас переложим для теста немножко. Вот. Эти сочни называются картофельные. Это не те сочинки, которые там бывают вот с творогом, вот классические, как бы внутри сочни называется, да, это по-коми сычен. Сычен
Картофель сочен, картофельные сочни, если дословно переводить. Так. Для этого нам что надо? Картошка, собственно говоря, вот уже отваренная. Дальше там масло есть. Можно маргарин сливочный. Сметана, мука, яйцо. И хорошие добротные руки, умелые руки хозяйки. Больше и ничего не надо. Сейчас я поближе, друзья, поснимаю вам. Ну, обычная пюрешка такая превращается в пюрешку. Картошка. И что кладем? Видеорецепт такой. Смотрите. Половину пачку масла. Пачка 200 грамм. Значит, половина где-то 100 грамм. Сюда. Картошка горячая, масло там растает. Немножко посолю. Ну, картошка была, наверное, засоленная уже, да? Да, немножко была уже соленая. Подсоленная, вернее, да? Да, подсоленная. Так, добавляю сметану сюда тоже. Ну, это тоже примерно. Сколько примерно там сметаны у нас? Ну, такие мощные 2 ложки. Прямо с горкой. Это тесто пойдет. Чтобы вкуснее получилось. Ну, это блюдо бабушек наших, мам, бабушек. По воскресеньям там мама пекла, и у Маши бабушка пекла эти сочни такие. Она все время в гости к нам приходила. Да. Часто на автобусе. Но она уже в этом возрасте очень пожилая была, но все равно привозила такие гостинцы. Так, добавляем тесто и яйцо. Одно. Это быстрая выпечка к чаю. Я бы сказал, не очень затратное. Давайте. И кладем муку. Ну вот муку, друзья, давайте вот, я не знаю, сколько граммов будет, давайте вот по видео смотреть. Вот одна, это самое, как она называется, щитечка, да, такое. Не очень большая щитечка. Сейчас ложкой буду размешивать все это. Многие пишут, что под описанием просят, вернее, хорошо бы, конечно, в граммах, если бы знали. Вот видите, все на глаз Маша делает. Да. И я в граммах не могу сказать. Поштучно-то вы видите, там яйцо, например. Вот масло, я знаю, где-то полпачки положила, 100 грамм. А потом все на глаз. Муку там, картошка, все на глаз. Вот что ты сейчас делала? Просто скажи, попробовала На липкость. на липкость. Если липнет, значит добавляем муку еще, да? Ну да, я примерно на это и это. Смотрю на липкость. Если тесто липнет к рукам, значит муки маловато. Да, все равно ведь там нужно в муке потом размешивать еще. Ну, лепить. Угу. Без муки все равно не сможешь. Ну, пока вот это наша. Я потом тесто уже покажу, какое оно будет готовое, друзья. Сюда уже больше класть ничего не будем, только вот перемешивать и все. Ну вот, такое примерно тесто получилось. Больше сюда ничего не добавляли. Вот. Сейчас Маша покажет, ну-ка. Вот примерно. Шарики можно катать из него? Да. Вот. И теперь что, друзья? Вот такая тарелочка большая. Сюда кладем муку. Будем формировать лепешки такие. Сейчас это я все уберу отсюда, что мешает мне. И начнем делать.
Очень. Точнее. Да. Ну, тут классика, друзья. Противень и масло. Смазываем. Сразу включим духовку. Пускай она греется, потому что еще время туда будет все равно уходить. На сколько градусов? На 220. На 220. Ну, это же блюдо для печки так-то, и в печке всегда жар больше, чем 180. Ставим на 220. Так. Ну и лепешечки такие. Ну так. Первая кругляшка на противне. Не дышим, друзья. Смотрим, как Маша делает такие кругляшки. Вот они называются у нас сочнями. Картофельными сочнями. Видите? Сказал не очень большие сделать. Ну да, чтоб 6 штук на противне. Ну, этот процесс не хитрый, как вроде как показал, как это все делает Маша. И теперь уже включить, когда будем, ну, чуть-чуть попозже, как противень наполнится там, еще что будет там Маша делать. Вилками еще дырки сделаю. Ну, прокалывать, да? Прокалывать, да. Угу. Делаем такие проколы. Ну-ка. Вилочками проколы, ну, я думаю, чтобы это все не раздулось во время того, как это самое будет, да, выпекаться. Ну, у нас там духовка еще не согрелась. Надо было чуть-чуть пораньше включить. Дальше. Что-то у нас сегодня духовка очень долго грелась. Отправляем в духовку. На 10 минут. На 10 минут. 10-15 минут, да? А там Ну потом и- посмотрим. Естественно, будет Маша смотреть, как там и что. Но у нас там сегодня еще яичнича. Ну-ка, на телефон, друзья, вообще телефон меня подвел сегодня. Я снимал на телефон. Ну, смотрите, как выглядит яичнича. Он уже, это самое, холодный. Как раз. Потом будем кушать. У нас прошло 15 минут, друзья. Сейчас я покажу, что у нас там на противне, как они выглядят. Вот. Осторожненько там горячо. Видите как? Все румяненько, ничего не подгорело. Все красивенько. Сейчас будем смазывать маслом. Сразу на горячий. Потому что, когда сразу на горячий, они потом очень мягкие становятся. Сразу сливочным маслом.
Горячо, говорит Маша. Вот смотрите, какие красавцы на тарелочке. С обоих сторон смазали сливочным маслом. Обязательно сливочным. О. И сейчас еще вторая партия так быстренько пойдет. Вторая партия, друзья, у нас почти готова уже. Сейчас немножко Маша проколет такими движениями вилочкой. И вперед на, как говорится, на спа-процедуру наши шанишки пойдут. А я в детстве всегда, мама просила всегда мне это прокалывать. А я думал, это узоры, да? Каких только узоров я не наделал вилками, когда мама просила так прокалывать. Так, на 15 минут. Я уже знаю, на прошлый держали 15 минут. Вот так, все правильно. Ждем еще немножко и к этим сочням добавится еще. Вкусные сочни. Чай будем пить. Очень вкусные сочни, и там еще яичнича. Не забывай яичнича. Видите, там все выключила Маша. Все, вторая партия у нас готова. Вытаскиваем, смазываем маслом и на тарелку тоже. Все, друзья. У нас все красавчики в мисочке. Посмотрите, какая красота. Прелесть. Молодец. Ставлю 1000 лайков и жду, когда ты мне эти красавцы в рот Засунешь. в рот засунешь. Ну вот, шайнишки готовы. Потом чай будем пить. Ну, ужинать давай будем. Да. Ну что, приятного ужина, друзья. И вот, смотрите сейчас, ломаем наши сочни. Видите, как они мягкие какие. Вот согни, Маша. О, видите, как они мягкие. Но одновременно тоже не картошка это. Это вот у нас называют, друзья, эти сочнями. Картофельные сочни. Но они такие вкусные, нежные, сочные. Действительно, тяжко. Машу кыд. Молодец. У меня, друзья, замечательная хозяйка. Вот смотрите, наготовила какие вкусняшки. И вам советую, приготовьте это. И еще вот, хочу показать еще нашу яичницу. То есть по-русски молозиво, но это не настоящее, это вместе с яйцом. Как типа омлета, но тоже вроде омлетом у нас это не называют. Что там внутри? Видите? Ну да. Состав как омлет. А это едят холодным. Едят у нас холодным, горячим не едят. Приготовленный в печке. Как на вкус, Маша? Яичница пурчески двели. Да. Особенно когда в жару и она холодная. Фриджит. Вообще вкусно. Ну, я думаю, вот сочни горячие и вот эта яичница будет у нас сегодня прекрасный ужин. Сейчас я тоже присоединюсь к Марии Олеговне, к своей Машеньке, к такому ужину. Сочиническое. Дел- Хорошо. Делайте так же. Мгм. Очень мягкие. И вкус такой приятный. Вкусно очень. Сейчас я с нетерпением я буду тоже пробовать. И я сначала яичничу пробую. Это все эти блюда, друзья, вкус детства. На этих блюдах мы выросли. На этих сочнях, на этой яичниче. Прекрасно. Она нежный, вкус печки вообще замечательный. Аромат. Ой, так вкусно. Ну да, я тоже тогда укушу сочни. Вкусно. Действительно. Так что делайте
по-нашему, как бы, как мы делаем. Также советую сделать Друзья. вот эти сочни. Очень вкусные, нежные получаются. Ну, сочни, может кто-то поспорит, что типа сочни это такие с творогом в русской кухне. Но у нас вот так называют. Если правильно, то сычен. Есть такая буква в алфавите коми. И вот это называется сычен. Картопеля сычен, если вот чисто перевод с коми. Очень простая выпечка, но ничем не уступает изысканным таким выпечкам. Все просто очень вкусно. Маша, миллион лайков тебе. Всё. И миллион поцелуев от меня. Ну. Я еще буду яичницу кушать. Она такая холодненькая, в меру холодная. Вообще. Сочен. Вообще. Вкусно, очень вкусно. Все, друзья, разжевал. И как-то неудобно даже с полным ртом с вами разговаривать. И сейчас, наверное, я буду, ну, вернее, мы с Машей будем заканчивать это видео такое. Сегодня видео состоит из двух частей. Вот первое это коми яичнича, приготовленная в печке. И тоже коми блюдо, картофельные сочни, приготовленные, ну, можно, конечно, в печке было, но мы уже под вечер это все делали. Уже печка, как говорится, ну, жар свой потеряла. И мы в духовке это все приготовили. Все очень замечательно получилось. Рецепт передается от бабушек к мамам, от мамы Маши. Ну, конечно, все, наверное, может, как-то и по-разному делают. Кто как. Все равно. Все равно это, кто делает, все равно делает по-своему. Ну да, у всех хозяек свой стиль готовки, свой вкус, у домочадцев, так сказать. Да. Но у нас замечательно. Просто прекрасно. И надеюсь, вот сейчас на крайних двух видео очень много меня там немножко журили, что я болтаю слишком много. Ну, надеюсь, ну, вы меня простите за это. Потому что раз уже я здесь, и я снимаю, я буду разговаривать. Хотите вы этого или не хотите, я буду это делать. Главное, чтобы хозяйка не была против. Да. Ты, Маша, не против? Да, нет. Все, жирная точка на этом поставлена. Всем пока, друзья. До новых рассветов. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Все.